Тезис римского права гласит: мать ребенка всегда известна, отец никогда. Однако в случае Леонардо да Винчи, как это ни парадоксально, мы сталкиваемся с обратной ситуацией. Об отцовской линии художника известно довольно много. Да Винчи были флорентийскими нотариусами еще со времен Данте. Отцом Леонардо был сэр Пьеро де Антонио, которому на момент рождения сына было 25 или 26 лет. О его матери нет никаких сведений. Практически все покрыто тайной, кроме ее имени. Автор книги попытался собрать всю существующую информацию. По словам Вячеслава Чирикба, многие ученые также утверждают, что мать Леонардо не была коренной жительницей Италии. В 2002 году Алессандро Виццози, директор музея Леонардо Винчи, предположил, что Катерина была не крестьянка из Винчи, как считалось, а турецко-османская рабыня, привезенная в Тоскану из Константинополя. По его мнению, есть основания полагать, что это была женщина восточного происхождения. Ее имя было самым обычным именем, даваемым рабам. В 2006 году итальянский антрополог Луиджи Капассо из университета Габриэле Данунцио в Кете, в Центральной Италии, изучивший отпечатки указательного пальца левой руки, оставленные Леонардо на документах и на картинах, пришел к выводу, что отличительные черты узора его пальцев могут указывать на происхождение матери Леонардо, поскольку сходную структуру отпечатки пальцев имеют около 60% населения Ближнего Востока. Работа над книгой «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи» длилась 1,5 года. Основываясь на анализе ряда фактов, автор выдвигает версию о том, что мать художника могла быть абхазской или черкесской рабыней, привезенной в Италию с Черноморского побережья Кавказа. Вячеслав Чирикба довольно подробно описывает исторические события времен рождения Леонардо. В частности, это касается итальянского рабовладельческого строя. Известно, что в тот период рабы в большом количестве поставлялись в Италию с невольничьих рынков Крыма, Абхазии, Черкесска, Константинополя. Тогда было принято нарекать всех женщин-рабынь именем Катерина. Так, в одном из письменных источников говорится, что среди рабынь города Винчи была и абхазка. Катерина вполне могла быть домашней рабыней у Пьеро во Флоренции, и, возможно, в таком случае подобный документ будет найден в архивах в Италии. Однако вовсе не обязательно, чтобы Катерина была куплена самим Пьеро во Флоренции, Генуе или Венеции. Она могла быть рабыней у одного из его друзей или коллег, нотариуса во Флоренции. Согласно упоминаемой выше гипотезе Франческо Чанки, мать Леонардо была рабыней, принадлежащей, возможно, другу Пьеро, Ване де Никола ди Серва, который мог передать ее Пьеро по завещанию. Так или иначе, вполне возможно, что сэр Пьеро установил связь либо с рабыней Катерины, неизвестного этнического происхождения, его друга Ванни, либо с абхазской рабыней Катерины из приюта невинных, которая служит в доме его коллеги нотариуса Альберто Мартини, либо с какой-либо иной рабыней Катерины. Все события в книге описаны в хронологическом порядке. Ознакомившись с ней, читатель может узнать много нового из жизни художника. Выступающие на презентации отмечали, что после прочтения книги многие факты их действительно заинтересовали. Также было отмечено, что книга читается достаточно легко. Соответствует ли название содержанию? Да, мало того, она как бы авантюрная, как какой-то детектив в ней лежит. Читаешь эту книгу с таким каким-то интересом, это раз. Потом мы все Вячеслава Чирикба знаем как суперлингвиста международного класса, но сегодня он проявил себя и как историк. Помимо всего прочего, он проявил себя и как литератор, потому что это написана книга прекрасным языком. Система доказательств выстроена так, очень спокойно, очень доброжелательно. То есть, вот когда я читала, у меня не было ощущения, как это часто бывает при чтении современных книг, что моим сознанием пытаются манипулировать с какими-то целями. Создавая исторический контекст, там, кстати, очень много интересного именно в историческом плане, ты все-таки оставляешь воздух для читателя, для его самостоятельных оценок. И это очень важно. Вот такая, в хорошем смысле, нейтральность, она как раз служит хорошим основанием для самостоятельных оценок.
На сегодняшний день это всего лишь гипотеза, основывающаяся на некоторых фактах. Утверждать, что мать Леонардо да Винчи действительно была абхазской рабыней, пока невозможно. Но работа в этом направлении уже ведется. В частности, планируется провести генетический анализ останков художника. И, возможно, совсем скоро в научном мире найдется ответ на вопрос, кем была мать Леонардо да Винчи. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.